Добрый вечер. Понедельник, 26 июня. Новое время начинает информационный час на телеканале «Жибек Жола». О главных темах дня в прямом эфире расскажу вам я, Инура Мангали, наши корреспонденты и гости в студии, сурдоперевод Жансулу Ерланказа. И смотрите сегодня в выпуске. Наградили лучших. Сегодня в преддверии профессионального праздника ключи от квартиры получили журналисты ведущих казахстанских СМИ. Среди них и ведущий телеканала «Жибек Жола» Ануар Карбозов. Эмоции реально зашкаливают, во-первых. Всем благодарен. Фонду Дара отдельная благодарность. Телерадиокомплексу президенту отдельная благодарность. Сейчас вообще жилье – это очень актуальная проблема. Человеческие ресурсы или искусственный интеллект. Как индийскому долларовому миллионеру удалось построить империю, используя Big Data. Эксклюзивное интервью Кунсаи Курмет. Осторожно, отдых, проживание в гостиницах и турбазах за год подорожало на треть, а объем оказанных услуг в секторе увеличился сразу на 3/4. И обо всем по порядку. Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана. В ходе переговоров с Нурланбеком Шакиевым глава нашей республики заявил, что отношения между двумя братскими странами динамично развиваются. Мы активно сотрудничаем не только на межправительственном и межпарламентском уровнях, но и в торгово-экономическом плане. Свидетельство тому – ежегодное увеличение товарооборота. Впрочем, построение тесных связей между двумя соседскими республиками необходимо продолжать и дальше, подчеркнул президент. В свою очередь Нурланбек Шакиев выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам. Глава «Казмунайгаз» доложил Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности компании за первое полугодие 2023 года. По словам Магзума Мирзагалиева, положительный рост имеется по всем ключевым показателям. Неплохая динамика наблюдается и в строительстве завода по производству полиэтилена в Атырауской области, а также гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в Жанаузене. Отчитался Мирзагалиев и по поводу работы нефтеперерабатывающих заводов. На сегодня в стране необходимо сформировать резерв ГСМ. Эту задачу Казмунайгаз намерен решить совместно с французской компанией Air Liquide. Предполагается, что совместными усилиями на Павлодарском НПЗ будет увеличено производство зимнего дистоплива до 160 тысяч тонн. В завершении встречи президент Казахстана поручил главе Наскомпании продолжить работу по привлечению инвесторов к изучению перспективных разведочных участков. Продолжим. 65 работников казахстанских СМИ получили квартиры в одном из новых жилых комплексов столицы. Сертификаты журналистам вручили сегодня от имени главы государства. Церемония состоялась при поддержке Фонда президентских инициатив «Дара». Ваш профессиональный праздник начался с замечательного события. Хочу выразить огромную благодарность журналистам, которые стали барометрами общества, невидимыми героями невооруженного фронта от имени главы государства и министерства. У Миржакепа Дулатулы есть хорошие слова. У кого сильная пресса, у того сильная страна. Если говорить языком современности, у кого сильный журналист, то есть благо и свет. Среди тех, кто получил ключи, оказался и ведущий информационно-аналитической программы «Жаңа Уақыт» Ануар Карбозов. До этого у него не было собственной квартиры. Свою радость он в первую очередь разделил с семьей и коллегами. Я был очень не удивлен, а как будет правильно. Но эмоции реально зашкаливают, во-первых. Всем благодарен. Фонду Дара отдельная благодарность. Телерадиокомплексу президенту отдельная благодарность. Сейчас вообще жилье – это очень актуальная проблема на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Это впервые, кстати, никогда такого не было. Ну и коллеги, вот мы сейчас разговаривали с коллегами, никогда такого не было. То есть в истории телевидения никогда не дарили квартиры.
Кроме того, Ануар стал обладателем премии «Парламент Сөзі». Статуэтки, дипломы журналистам сегодня лично вручил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Он поздравил лауреатов и всех представителей средств массовой информации с профессиональным праздником. По решению комиссии из числа депутатов в этом году победители были определены по 7 номинациям. Напомню, премия вручается в 8-й раз. Мы пригласили Ануара Карбозова сегодня к нам в студию, но уже в качестве гостя. Ануар, приветствую. Добрый вечер. Скажи, сегодня у тебя прям очень такой хороший, позитивный день. Ты получил ключи от долгожданной квартиры. Какие эмоции испытал в первую очередь и с кем поделился новостью? В первую очередь. Ну, эмоции, конечно, они в первую очередь зашкаливают. Наверное, видно, заметно. Сегодня целый день ходил вместе с вами. Очень шикарная новость. То есть, ну, насчет эмоций я был шокирован, конечно. Это просто нереально. Это было неожиданно. Это неожиданно, нереально. То есть я переехал сюда, и тут такая новость. Это просто нереально. Ну, я не знаю, это просто обычными словами не передать. В первую очередь я поделился с супругой, но я просто написал, типа, вот, кажется, мне вручат ключи. И она такая, точно, это точно. И были некие сомнения, но, несмотря на это, да. Какие эмоции сегодня были у них? У них были... Супруга, наверное, еще больше радуется. Супруга, да, очень рада. Она в первую очередь рада, да. Родственники, они то есть некоторое время они не верили. Они думали, что я шучу. Я написал вот так и так, то, что мне подарили квартиру. И когда я сам писал это сообщение, я сам не верил своим глазам, своим ушам, своим словам. Вообще, в целом, очень было приятно. Это просто нереально. Всем большое спасибо. Но супер. Ты позвонил и маме. Мама что да, сказала? Мама, маме наверное, позвонил. гордится. Мама гордится, да. В первую очередь, я после супруги сразу написал, как раз на тот момент у меня коллеги брали интервью. И я пошутил тоже, то, что у меня мама очень эмоциональная. Давайте я лучше не буду звонить, потому что мама... Ну, мало ли, просто это очень, такая новость, то, что мама может взволноваться. Ну, как отреагировала мама? Знаете, мама была очень довольна, очень рада. Она сказала, никому не говорить пока. Ну, как, счастье любит, да, как у нас, у казахов, да, счастье любит тишину, костюмесен. Нет, как говорят казахи, также куаншпен бөлсен кувиет, поэтому я поделился, сразу коллеги писали, и вот в настоящий момент до сих пор у меня, не знаю, непонятные ощущения. Но мы очень-очень рады за тебя. Да, спасибо. Вот наряду с тобой еще, да, получили и другие журналисты печатных, телевизионных СМИ, онлайн-СМИ. Вот насколько вот такая социальная поддержка журналистов, на твой взгляд, на твое мнение, способствует и мотивирует работать еще лучше, еще больше? Да, однозначно. Мне кажется, однозначно. Новых вершин. В первую очередь, потому что сейчас, на сегодняшний момент, я и с Марком разговаривал сегодня, мне кажется, это очень актуальная проблема на сегодняшний день, то, что жилье именно. Все думают, что вот журналисты в эфире сидят, много зарабатывают, у них шикарная жизнь. Мы тоже простые люди, все так же. Кто-то может собрать на первоначальный взнос, купить квартиру, кто-то не может по разным обстоятельствам, по разным ситуациям. Подспорье, да? Да, очень шикарная программа. Это, как сегодня подчеркнул пресс-секретарь президента, он сказал, что это только начало, впредь еще, то есть в будущем еще будет. То есть возможности есть. Да, возможности есть. Да, мне кажется. То есть теперь нужно просто работать и все. Самое главное, очень актуальную проблему сейчас на сегодняшний день мне и другим коллегам решили. Теперь нужно просто работать и все. Ну и последнее. Вот ты сказал слова благодарности, это очень правильно. Ты сегодня весь день всех благодаришь. Да. Вот. Что бы еще мог пожелать коллегам по цеху в профессиональный праздник? Желаю всего самого наилучшего, чтобы были всегда объективны, не изменяли своим принципам. Большая благодарность руководству ТРК президента, большая благодарность руководству телеканала «Жібек жолы», фонду «Дара», который, то есть
фонд Дара очень огромный вклад внес. То есть благодаря этому фонду сегодня, мне кажется, не только я, и вместе со мной очень многие журналисты будут отмечать свое новоселье в новой квартире. Ануар, мы в свою очередь поздравляем тебя с такой радостной новостью, желаем тебе дальнейших успехов. Да, спасибо большое, будем надеяться. А мы продолжим. Нестабильным сегодня назвали законодательство в области государственных закупок. Поводом тому стали частые изменения в этой сфере деятельности. Эксперты заявляют, начиная с 1996 года в Казахстане целых 5 раз принимали совершенно новый закон о госзакупках. Причем в последнее время чиновники взяли в практику вносить поправки в него чуть ли не ежеквартально. В Минфине объяснили это тем, что поставщики услуг якобы все время пытаются найти брешь в нынешних правилах. Поэтому приходится совершенствовать действующее законодательство. Вот и сейчас парламентариям представлен абсолютно новый документ, регулирующий процедуры государственных закупок. Он носит рамочный характер, то есть не содержит общие нормы. А вот детали проведения тендеров уже предлагается регулировать подзаконными актами. Продолжим. Меньше недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей в Казахстане. Срок продлевать не будут. Об этом сегодня сообщили представители административной полиции МВД. Отмечу, во многих спецзонах, в особенности крупных мегаполисов, создался небывалый ажиотаж. Напомню, кампания по легализации зарубежных авто стартовала 23 января текущего года. Узнав, что срок легализации заканчивается, многие подаются в спецзоны, чтобы зарегистрировать свой транспорт. Здесь бы хотелось бы сказать, что если вы успели подать заявление до 1 июля, то данное заявление мы и дальше будем рассматривать. То есть подаваться панике не надо, ажиотажу. То есть у нас время еще есть. Мы наблюдаем наплыв граждан именно последние дни, поэтому мы продлили график работы госкорпорации, также сотрудников полиции, вместе с тем сотрудников криминалистов, то есть на осмотр транспорта. Теперь центры обслуживания населения будут работать до 19:30. При этом время выдачи готовых документов также продлили. Работают спецзоны и по субботам. По данным ведомства, на сегодня уже зарегистрировано более 170 тысяч автомобилей. Еще свыше 13 тысяч ожидают регистрации. На консульском учете в Российской Федерации находится свыше 110 тысяч казахстанцев. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД Казахстана. При этом, по словам Айбека Смадиярова, не обязательно, что все они сейчас находятся в соседней стране. Возможно, некоторые из них уже выехали на родину или другие государства. Связь с ними, как заявляют дипломаты, поддерживается на постоянной основе. И в случае непредвиденных ситуаций они оповещают сограждан о возможных рисках. Так было в эти выходные. Напомню, представитель нашей страны в Москве призвало казахстанцев отказаться от посещения приграничных с Украиной территорий. Тем же, кто находился в столице, советовали не выходить из дома без надобности. Когда что-то происходит в стране пребывания, наши дипломатические учреждения, естественно, начинают искать наших граждан и ставить на консульский учет. По данным МВД России, за первый квартал текущего года на миграционный учет в России поставлено более 110 тысяч наших граждан. Так вот, из них около 60 тысяч – это студенты. Потенциал IT-индустрии Казахстана растет с каждым днем, а цифровизация экономики опережает многие страны. К такому выводу пришел генеральный директор IT-компании, миллионер Виджай Менен, который посетил Астану в рамках фестиваля Go Viral. Моя коллега Кунцая Курмет поговорила с предпринимателем о новых IT-технологиях и искусственном интеллекте. Предлагаю вашему вниманию эксклюзивное интервью. Мистер Менен, добро пожаловать в Казахстан. Спасибо, что приняли наше приглашение на интервью. Вы часто бываете спикером TED Talks, а в Казахстан прибыли для участия в фестивале Go Viral. Чем поделились с участниками фестиваля? Спасибо за вопрос. Так как я приехал из Кремниевой долины, главной темой моего выступления стали технологии, инновации, диверсификация и, конечно, продвижение инноваций. Кроме того, я вижу, что Центральная Азия является предшественником Кремниевой долины с точки зрения продвижения человеческой эволюции, цивилизации и технологий.
Многое началось именно здесь. И я хочу подчеркнуть, что Кремниевая долина — это особенное место, но его можно создать в любом другом месте. Например, я создал компанию, о которой также рассказывал в ходе фестиваля. Она называется Butter Payments и на сегодняшний день оценивается в $100 миллионов. Это международный бизнес, который построен на посреднических платежах. Например, условно говоря, казахстанец хочет иметь подписку на американский сайт Netflix и вводит свои банковские данные на их сайте, чтобы произвести оплату. И моя компания занимается тем, чтобы такие платежи происходили без проблем. Как к вам пришла такая идея создать подобную компанию? Я хочу сказать, что я не думал, что стану бизнесменом, создателем какой-то компании, вообще не думал заниматься финансовыми инструментами. Но я всегда любил 3 вещи: статистику, баскетбол и видеоигры. Я начинал свою карьеру в Microsoft, позже был частью команды Xbox. За это время я начал замечать одну большую проблему, когда анализировал статистику. Сотни миллионов пользователей продуктов Microsoft платят за подписку, и четверть этих пользователей, которые пользовались Xbox, не хотели отменять свою подписку. Они не звонили в компанию с просьбами закрыть их подписку. Но Microsoft зачастую не мог принять их оплату. Условно, казахстанец подписан на Xbox и пытается оплатить за использование продуктом картой Visa, выпущенной в Казахстане. Он проводит оплату в 2 часа дня в Астане, а это час ночи в Калифорнии. Банк, видя транзакцию, думает, почему пользователь казахстанской карты воспроизводит оплату в другой стране среди ночи и считает, что это мошенники, поэтому отказывает в оплате. И эта проблема сопровождала крупные компании, как Microsoft, Dropbox, Script. Я хотел это исправить, чтобы каждый человек мог пользоваться интернет-продуктами. Перед тем, как посетить Казахстан, вы, наверное, изучили наш IT-сектор. Что можете сказать по этому поводу? Да, конечно. Я заинтересован в этом регионе в плане развития IT-сектора. Я встречался со многими молодыми людьми, которые хотят изучать IT, инженерию и технологии. В целом я высоко оцениваю развитие этого сектора в Казахстане. Говоря об IT-технологиях, хочется узнать ваше мнение касательно искусственного интеллекта. Каково ваше предпочтение, человеческие ресурсы или искусственный интеллект? Если бы у меня был выбор, то, безусловно, человеческий ресурс. Я как человек, который создал бизнес на машинном интеллекте, потому что через дата-аналитику мы видим, где отменяются платежи. Искусственный интеллект помог мне построить бизнес, но это не значит, что мы полностью должны переходить на него. Искусственным интеллектом всегда должен руководить человек. Это мое мнение. Если я создам робота, не построю алгоритм его работы и задачи, он не будет работать на пользу. Да, не буду отрицать, что многие люди потеряют работу из-за внедрения искусственного интеллекта, в то же время будут созданы новые профессии. И тут важно быть гибким, иметь критическое мышление и постоянно учиться новому. Спасибо вам большое, что уделили нам свое время. Желаем вам удачи. И вам спасибо. Было очень приятно поговорить с вами. Пожар в районе озера Талдыколь в столице ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. Силами пожарных горение камыша и сухой травы на Солончаковой местности удалось остановить в 11 часов 22 минуты по времени столицы. Также спасателям удалось снизить площадь пожара в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области до 120 гектаров. В тушении задействованы 34 человека, 3 единицы техники, 1 плавсредство и дрон. Вот территория зеленого пояса Шымкента станет больше. Плодовые деревья высадят на участках неиспользованных сельхозземель. Таким образом, зеленый пояс мегаполиса увеличится еще на 900 гектаров. Сложности с поливом местные власти намерены решить совместно с инвесторами. Они должны пробурить скважины. Отмечу, что государство за посадку сада возмещает 25%. Есть отдельный инвестор, который под себя готовы пробурить скважины, в смысле дальше, для дальнейшего, чтобы сами посадили. Сейчас у нас 3 инвестора готовых для этого есть. Они уже реализуют это. В первую очередь это импортозамещение и продовольственная безопасность.
Казахстане подорожал курортный отдых. Суточная стоимость проживания в гостиницах, турбазах и домах отдыха за год подорожала почти на треть. В среднем аренда койко-места в первом квартале стоила примерно 14,5 тысяч тенге, когда годом ранее сумма чуть превышала 11 тысяч. В пятизвездочных гостиницах услуги проживания выросли более чем на 40%. За сутки гость должен заплатить почти 60 тысяч тенге. Недельный же отдых обходится примерно в 400 тысяч тенге с человека, сообщает Energy-Pro. Самые высокие цены в Щучинско-Боровской и Алматинской курортных зонах. К числу дорогих относится и отдых на курортах Каспийского моря. Общий объем оказанных услуг в отрасли в прошлом году составил около 102 миллиардов тенге. Это на 75% выше, чем годом ранее. Динамика сохранилась и в текущем году. За квартал гостиницы и отели оказали услуги более чем на 23 миллиарда тенге. Центр Makerspace открыли в Актубе при поддержке американского посольства в Казахстане. Здесь ребята будут заниматься робототехникой, инженерным и швейным делом, компьютерной графикой и 3D-моделированием. Лейла Ауэсова побывала на презентации. Новая креативная зона разместилась на базе американского уголка в научно-универсальной библиотеке имени Сахтагана Байшева. Высокие гости разрезали символическую ленту, после чего им были вручены памятные значки и проведена экскурсия по новому центру. На ремонт помещения и покупку оборудования американская сторона выделила порядка 40 тысяч долларов. Это 6-й центр в Казахстане. Мы очень рады творческому партнерству. Всего их будет 10. Первый открылся 20 лет назад в Усть-Каменогорске, а 12 лет назад был создан американский уголок в этой библиотеке, который теперь срастется с Makerspace. Ожидается, что Makerspace станет местом притяжения для молодых изобретателей со всей области. Одним из первых возможностей центра оценил Шыңғыс Саматов. Будущий программист увлекается головоломками и придумал робота, который за 1,5 минуты собирает кубик Рубика. В этом роботе имеется ультразвуковой датчик, который посылает ультразвуковые сигналы и видит кубик, при этом начиная работу. После этого датчик цвета анализирует кубик с каждой стороны и посылает эту информацию в главный блок. И этот главный блок делает уникальную, самую быструю алгоритм для этого кубика, после чего собирает уже его. По словам координатора проекта, Makerspace – это пересечение способностей и интересов, науки, технологий, возведенных до уровня искусства. Все рабочее пространство ориентировано на совместную работу, обучение, исследование и обмен идеями. Все желающие читатели, визитеры, которые у нас в нашу библиотеку будут приходить, они все в доступном и бесплатной основе будут обучаться разным тренингам, мастер-классам, семинарам. Креативные индустрии имеют большое будущее, поэтому власти региона поддерживают подобные проекты, особенно если они направлены на развитие IT-технологий и профориентацию молодежи. Наши дети должны быть приобщены ко всем тем новым технологиям, современным совсем разработкам. Поэтому я думаю, я его рассматриваю как один из главных экономических ресурсов нашей страны в перспективе. Посетители творческой лаборатории получат уникальную возможность работать с 3D-печатью и иным оборудованием для воплощения своих идей в робототехнике, электронике, занятий научными экспериментами. Лейла Ауэсова, Жомарт Кудайбергенов, Жибек Жолы, Актобе. Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт kurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения в Курбан-Айд. Напомню, первый день одного из главных религиозных праздников в этом году приходится на 28 июня. В Казахстане он будет выходным. Айд-намаз в мечетях нашей страны начнется с 6 и 7 утра. Расписание опубликовано на сайте muftiyat.kz. После молитвы верующие приступят к традиционному обряду. Совершить жертвоприношение можно будет как офлайн в специально отведенных для этого местах, так и онлайн, выбрав дистанционно животное и переведя деньги на указанные реквизиты. Мясо распределят между нуждающимися в помощи, отметили представители ДУМК. Құрбан айттың өзінің шарттары бар.
В шариате нет обязательств, которых человек не может себе позволить, поэтому человеку не обязательно совершать жертвоприношение, если у него нет необходимых условий для совершения упомянутого выше жертвоприношения, если у него недостаточно денег для достижения суммы нисафа 85 граммов золота или денег, равных его стоимости. Но если у человека есть все возможности, то ему желательно принести жертвоприношение. В этом году область Улытау может столкнуться с засухой. Об этом сообщил глава региона Берик Абдыгалиулы, выступая на площадке службы центральных коммуникаций в Астане. В связи с этим в рамках заготовки кормов фермерам с 1 июля выделят субсидии в размере $500 миллиарда тенге. При этом общая посевная площадь в области составляет 31 тысячу гектаров. Что касается сферы медицины, то в регионе в 2,5 раза увеличилось количество онкобольных, поэтому на базе многопрофильной больницы откроют онкологический диспансер. А в Жезказгане построят новый перинатальный центр. По социально-экономическому развитию область Улытау занимает 7-е место среди всех регионов, отметил Аким. Изношенность ТЭЦ 58%. На объекте начаты ремонтные работы. Также ведутся переговоры с китайской компанией по поводу строительства новой ТЭЦ между городами Жезказган и Сатпаев. Если проект утвердят в правительстве, то подпишем с инвестором меморандум о возведении теплоэлектроцентрали мощностью 500 мегаватт, и тогда вопрос теплоснабжения будет решен. 2047 килограмм баурсаков приготовили в Алматы на семейном празднике Фейри Баурсак Дэй. Установить новый рекорд удалось благодаря компании Procter & Gamble и торговой сети Magnum. Достижение будет зафиксировано в казахстанском информационно-энциклопедическом справочнике «Кинес». Подробности у нашего корреспондента Айман Каймульдиной. Огромные казаны, кипящее масло, пышные баурсаки. На территории гипермаркета «Магнум» настоящий гастрономический праздник. Пакеты с любимым лакомством буквально разлетаются на глазах. Гости дегустируют, команда из 40 поваров оперативно работает на кухне. Задача – успеть до конца дня приготовить более 2000 килограммов баурсаков, тем самым побить новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен на дне города Талдыкургана 5 лет назад. Там был рекорд ровно 2000 килограмм. Наши казахстанцы очень любят соперничество, очень любят побеждать. Буквально каждый месяц кто-нибудь какой-нибудь рекорд ставит. Приготовить такое количество баурсаков было непросто. Несмотря на ограниченное время, участники успели замесить тесто, пожарить национальное лакомство и, самое главное, привести в порядок кухонный инвентарь. Идеальную чистоту после кулинарного праздника в считанные минуты обеспечил Фейри. Эффективность моющего средства продемонстрировали на самом мероприятии. Наша компания на рынке Казахстана уже 29 лет, и мы гордимся тем, что мы являемся частью этих традиций. И мы считаем, что баурсаки и Фейри через эти традиции объединены. Потому что баурсаки – это символ гостеприимства, домашнего уюта, символ тепла и солнца, а Фейри – это символ чистоты и также ухода за домом. Мы благодарны компании Magnum за то, что вместе можем устраивать подобные праздники. 2047 килограмм баурсаков. Новый результат зафиксирован, и уже этой осенью он будет опубликован на страницах казахстанской книги рекордов. Айман Каймульдина, Ерик Керимкулов, Жебек Жолы, Алматы. Фестиваль кукольных театров стартовал в Астане. 4-дневное мероприятие организовано при поддержке Акимата Астаны и Управления культуры по случаю 25-летия столицы. В нем принимают участие театральные артисты со всего мира. В чем особенность этого фестиваля? Подробнее в следующем материале. В столице проходит 3-й международный фестиваль театров кукол «Куралай». А его изюминкой стали дети жюри от 4 до 14 лет. В судейский состав вошли только первые выпускники театральной студии при театре кукол города Астаны, которые будут определять победителей в специальных номинациях. Среди них и 9-летняя Даяна Акзымова. Я начала посещать театральный кружок с 6 лет. Сегодня мы оценили разные спектакли. Это было очень интересно. Я этот опыт запомню надолго. Обсуждали, что, по нашему мнению, понравилось больше всего. Музыкальное сопровождение, игру актеров, что хотел режиссер сказать этой постановкой и многое другое. В международном фестивале принимают участие 6 театральных коллективов из Китая, Перу, Турции, Сербии, Эстонии, России, Узбекистана и Казахстана. Каждый день зрители могут наблюдать по 3 спектакля мирового уровня. Отмечу, вход бесплатный. Этот фестиваль, он приурочен именно к 25-летию независимости нашей республики. Это большой праздник, это большая дата. В первую очередь, это дружба, обмен опытом, чем весь мир живет, чем живет мир театров кукол.
К слову, мероприятие организовывают в столице уже 3-й раз. Впервые в Казахстане фестиваль проходил в 2015 году, где 47 стран мира подписали меморандум по созданию Ассоциации театров кукол «Евразия Паппет». Второй прошел в 2018 году. И вот, спустя несколько лет проведения этого фестиваля вновь возобновили. Мы очень рады, что мы здесь находимся. Мы впервые вывозим этот спектакль за рубеж. И впервые мы будем играть на русско-турецком языке. И это для нас тоже необычно. Актеры не только порадуют зрителей и будут участвовать в мастер-классах, но и поборются за звание лучших в нескольких номинациях. Помимо этого, жюри предстоит выбрать лучший спектакль и режиссерскую работу. Подведение итогов состоится 29 июня. Айша Усимбекова, Тулиген Бесимбаев, Жебек Жола.